А в Ухте в эти дни двойной праздник – День города и Республики Коми. Двухдневная праздничная программа не обошлась без традиционного возложения цветов к мемориалу основателям города. Значимым событием для ухтинцев стал ежегодный межрегиональный фестиваль «Финно-Угорье». Его провели впервые после вынужденного двухлетнего перерыва из-за пандемии. В этот раз в программу фестиваля вошел конкурс «Мастеровые Финно-Угорье». В течение 4 часов мастера в режиме реального времени изготовляют какое-то свое изделие. По жанру и характеру работы совершенно разные. Здесь есть и работы из бересты, из дерева, капа, из металла, куклы народные, резьба по дереву, роспись по дереву. За 4 часа это не управится. Я тку мужской пояс. Его ткать, конечно, надо долго. Но я просто хотела всем показать, как это делается. Я делаю черпак. Будет большой черпак с медведем на ручке. А материал у меня обычно используем материал кап, сувель кап. А здесь просто жалко было выбрасывать такой толстый ствол ольхи. Примечательно, что в этот раз соревновались в мастерстве гости из разных районов не только Коми, но и соседних регионов. Этнодизайнер авторской одежды и аксессуаров из Марий-Эл на таком мероприятии в Ухте впервые. Люди замечательные вообще. Погода прям радует. Хотя я приехала, можно сказать, южнее живу, но у нас там прохладнее. Мне понравились украшения, вот тоже делает мужчина. Некоторые, как сказать, подчеркнул интересные, которые можно и позаимствовать. Компетентное жюри во главе с руководителем Коми ремесленной палаты выбрало лучших. Победителем стала мастер из республики Марий-Эл.